Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшейкшара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. 7 курсантов СВОКу получили дипломы о высшем образовании. Выпускникам вручили дипломы и нагрудные знаки. Проект «Кавказский фронт» объединил ученых и молодежь Абхазии для сохранения памяти о героях войны. Аварийный мост на Рице закрыли для всех видов транспорта. Рабочее совещание по подготовке к международной программе «Эхо большого детского фестиваля» в Абхазии провел вице-президент Беслан Бигвава. В совещании приняли участие глава администрации президента Беслан Эшба, мэр Сухума Тимур Агрба, замминистра культуры Динара Смыр, гендиректора Русдрама Иракли Хинтба. Участники встречи обсудили организационные вопросы проведения фестиваля, в программу которого войдут театральные постановки, кинопоказы и творческие лаборатории для детей и подростков. По итогам совещания профильным ведомствам были даны поручения по подготовке мероприятия. Тариф на проезд по Сухуму составляет 40 рублей и соблюдается без изменений, сообщает Минэкономики в связи с распространением информации о повышении стоимости проезда в маршрутных такси по внутригородским маршрутам. В настоящее время Минэкономики проводит анализ экономической обоснованности возможного изменения тарифов на пассажирские перевозки с учетом текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов и других расходов, влияющих на стоимость перевозок. По итогам анализа в случае необходимости будут подготовлены соответствующие предложения, которые в установленном порядке будут вынесены на рассмотрение Кабмина. 9 учащихся профильного медицинского класса средней школы номер 1 имени Баграта Шинкуба в Сухуме сдали экзамен по биологии. Экзамен посетила вице-премьер Майя Цибулевская. Медицинский класс был открыт 1 сентября 2025 года и стал первым подобным образовательным проектом в республике. Сегодня в нем обучаются 10 школьников, планирующих связать свое будущее с медициной. Класс является флагманским проектом Министерства просвещения. Его основная цель – ранняя профориентация школьников и качественная подготовка к поступлению в медицинские высшие учебные заведения. Цибулевская ознакомилась с организацией экзаменационного процесса, пообщалась с педагогами и пожелала ребятам успешно справиться с испытанием и уверенно двигаться к своей будущей профессии. Стартовала выездная информационная кампания, которая проводится по поручению руководства Абхазии. Цель кампании не просто проинформировать, а обеспечить практическое сопровождение каждого, кто готов предложить свою идею. Проект направлен на реализацию самих идей. Мероприятие прошло в Гудауте. Среди гостей от администрации президента Виктория Беби, начальник управления гуманитарной политики администрации президента Абхазии, представители различных грантовых фондов и НО «Команда Абхазия». Они рассказали о возможностях грантового конкурса «Росмолодежь. Гранты». Уже с 10 по 14 июля в Сухуме пройдет итоговый методический семинар, где будут дорабатываться проекты и готовиться к грантовому конкурсу. Очень много грантовых проектов, очень много механизмов, в которые каждый район может воспользоваться. В данном случае мы говорим не только про команду Абхазии, не только про созидателей, которые прошли, но и про многие другие виды конкурсов, где вы можете подавать свои заявки. Очень просили и настаивали на том, чтобы были представлены города. Из городов обязательно это библиотеки, школы, государственные учреждения, которые носят культурный характер. Очень часто к нам в Гудауты приезжают люди, которые приводят свои собственные проекты. Инклюзивные хабы, какие-то специальные парковые зоны. В принципе, вот это все государство может поддерживать через грантовые механизмы. И наша задача сегодня довести до вас, что каждый из вас может это сделать, каждый из вас может это написать. Это, в принципе, достаточно легкие системы, где вы можете подаваться. Наша работа заключается в целом по взаимодействию с молодежью, по предоставлению
новых возможностей для абхазской молодежи по участию в форумах, фестивалях, проектной деятельности. И как раз-таки направление Росмолодежгранты предоставляет возможность молодым гражданам Абхазии участвовать наравне с российскими участниками, но уже по своим абхазским документам, по паспортам регистрироваться и подавать заявки на получение грантовой поддержки. В рамках конкурса Росмолодежгранты есть конкурс как для физических лиц, так и для юридических. В этом году выпускниками СВОКу стали 7 человек, которые получили диплом государственного образца о высшем образовании. Мероприятие, ознаменовавшее окончание обучения, прошло в Парке Славы. Выпускникам вручили дипломы и нагрудные знаки. На торжественной церемонии побывала Аэлита Арутюнян. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу славы и почтили минутой молчания память павших героев, защитников Отечества. Окончание любого учебного процесса – это значимое событие в жизни каждого человека. Ведь впереди ждет следующий неотъемлемый этап – работа по специальности. Это важный день не только для выпускников, но и для их родителей. Очень долго ждали этого дня. 4 года пролетели очень быстро. Могу сказать новым поколениям, то, что будут поступать, то, что это будет нелегкий путь. Но если у вас есть амбиции, есть какие-то интересы в этой сфере, то у вас все получится. Главное идти до конца. Скажу еще то, что это было не то, чтобы легкий путь, но он был достаточно интересный. Много нового узнали. Буду работать здесь по своей специальности. Потом в будущем, если получится, поеду уже в Россию на повышение квалификации, если будет такая возможность. Потом обратно возвращаюсь и продолжаю работать. Там уже как покажет время. Вначале я лично переживала, нервничала, конечно. Всегда после школы ребенка хочется, чтобы была самая лучшая профессия. Всегда кажется, что-то не то или не та. Ну, для детей мы все хотим лучше. Но он решил, он сам после школы буквально сам пришел, сказал, что поступает именно сюда, именно здесь. Решил, ну и значит, будет так, как он сказал. Сегодня я могу сказать, что я вообще не жалею ни о чем. Я горжусь своим сыном, детьми, горжусь этими. На торжественной церемонии выступающие желали выпускникам успехов в будущих начинаниях. Слова благодарности звучат в адрес руководящего состава Сухумского СВОКу и преподавателей за проделанную важную работу. Давид Бжания, заместитель министра обороны Абхазии, вручил выпускникам дипломы и нагрудные знаки. Сегодня вы в лейтенантских погонах переступаете на новый уровень. В соответствии с приказом министра будете распределены в воинские части, отдельные подразделения командирами взводов на различных направлениях. Пожелаю вам самого крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, в частности в служебной деятельности. И надеюсь и уверен в том, что вы не посрамите честь мундира и будете с достоинством нести эту ношу. На мероприятии зачитали приказ министра обороны Абхазии о присвоении воинских званий военнослужащим, окончившим СВОКу в этом году. Им присвоили их первое офицерское воинское звание – лейтенант. Выпускники учились с усердием в ожидании этого значимого события. Их обучение подошло к концу, но для кого-то оно только начинается. Набор на первый курс начался еще в апреле. Районные военные комиссариаты собирают по заявлениям документы, после чего в конце данного месяца все документы будут переданы нам, и будем в июле месяце начнутся вступительные экзамены и профотбор. Вступительный экзамен у нас получается, это профотбор, физическая подготовка, русский язык либо абхазский язык, математика и абхазская история. По сложившейся традиции выпускники, сняв фуражки и преклонив колено, простились со знаменем училища, символом чести и преданности своему делу. А завершилась церемония торжественным маршем. Аэлита Арутюнян, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Круглый стол, посвященный дню начала Великой Отечественной войны, прошел в Национальной библиотеке имени Папаскир. Участники проекта «Кавказский фронт. Наша память выше гор» зачитали доклады в присутствии приглашенных экспертов. Подробнее в репортаже Ирены Богателия.
22 июня – день, который навсегда врезался в память миллионов людей как начало долгой, кровопролитной, Великой Отечественной войны. Именно этой дате посвящено мероприятие проекта «Кавказский фронт. Наша память выше гор». Этот проект зародился в сердце истинного патриота своей родины Дмитрия Статейнова. Сегодня дело продолжает его вдова и нынешний руководитель проекта Анна Торгашова. В 2025 году наш проект «Кавказский фронт» поддержал президентский грант России «Центр Гарант», за что мы ему безмерно благодарны. И вот сегодня мы пришли к тому, что наши дети приняли участие в 2 конкурсах по 2 направлениям, объявленным Кавказским фронтом. Это первое направление – это эссе на тему битвы за Кавказ. В этом конкурсе приняло участие 54 человека. И второе направление – это эскиз памятника солдатам, бойцам, отдавшим свои жизни, тоже за оборону Кавказа. Проделана кропотливая работа. Более того, вы, наверное, обратили внимание, что у нас стоят представлены скульптуры. Это работы наших молодых скульпторов. Это наше будущее. В рамках проекта ребята принимали участие в общественных акциях, например, очистки памятников, проходили образовательные программы, а также посетили город воинской доблести Геленджик, где прошли тропами боевой славы. Основой мероприятия стали выступления 3 молодых докладчиков. Рамиль Зантария, выпускник 11 класса, представил доклад «Образ защитника перевала в искусстве. Памятники, мемориалы, живопись, литература». Далее Лаура Статейнова блестяще выступила с темой «Медицина на перевалах», рассказав о подвигах врачей и медсестер. Ярким примером мужества и самоотверженности стала история медсестры Анны Алексеенко. Также Лаура поделилась личной историей своей прабабушки, прошедшей войну. Только представьте, молодая женщина, хрупкая, нежная, но с несгибаемой силой воли. Под пулями и снегом она выносила раненых бойцов на своих руках. Она делала перевязки, спасала жизни там, где, казалось, уже нечего спасать. Она не щадила себя, работала сутками в холоде, в голоде, под обстрелами, а порой и под лавинами. За свой подвиг Анна Семеновна была удостоена высоких наград. Завершила сессию докладов Елизавета Якушкина. Она выбрала необычную и трогательную тему, раскрыв вклад животных в победу на перевалах Абхазии. Елизавета призналась, что тема ей особенно близка, ведь в ее семье животные всегда были полноправными членами команды. Оценить труды молодых исследователей пригласили ученых, художников и экспертов. Они были приятно удивлены глубиной проделанной работы, с удовольствием поделились с молодежью своими мыслями и историческими знаниями. А что касается наших докладчиков, я, откровенно говоря, поражен. Никогда мне в голову не приходило рассматривать войну, оборону Кавказа с точки зрения гужевого транспорта. Мир все больше и больше интегрируется, сталкивается, друг с другом воюет. Вы посмотрите, сегодня детей убивают. Не говоря уже о других. Настолько очерственел нравственный мир современного человека. И Кавказ здесь не может быть изолирован. И горы Кавказа не могут нас защитить, если мы с вами сами не постараемся защитить себя. Особенно выделившихся ребят наградили подарками и грамотами. В будущем проект планирует грандиозную и масштабную работу. Участники вместе с инструкторами отправятся в горы в поисках останков без вести пропавших героев Великой Отечественной войны. Перед этим ребята, безусловно, пройдут обучающие курсы с участием представителей МЧС. Все отчеты будут размещены на сайте проекта. Ирина Богателя, Ильдар Тамиров, Абхазское телевидение. Мост на автодороге Бзыбхауат-Хара на 54-м километре закрыт для движения легкового и грузового транспорта в связи с аварийным состоянием. Решение принято на основании заключения технического обследования Госуправления по архитектуре и градостроительству. Лаура Капш расскажет детали.
Руководство и службы Ритинского реликтового национального парка с особым вниманием относятся к безопасности. Они регулярно проводят мониторинг состояния дорог, мостов и склонов. Ведь для сотрудников парка забота о благополучии жителей и гостей Абхазии – приоритет номер один. В связи с выявленными дефектами несущих конструкций, а также угрозой дальнейшей эксплуатации, мост на 54-м километре автодороги Бзыб-Аватхара закрыт. Данному мосту более 60 лет. Он состоит из 3 пролетов, и на одном из них поврежден бетонный настил, который вывернул несущие двутавры. Стоит отметить, что у моста таких двутавров 3, а 2 из них пришли в негодность. Закрыли мост, к сожалению, в связи с тем, что техническое состояние этого моста, это не только наш взгляд. Мы туда пригласили совсем недавно много специалистов, в том числе специалисты по градостроению, архитектуре. И они обсмотрели, изучили и дали заключение этому мосту, где рекомендуют категорично вывести из эксплуатации данный мост. И не можем по-другому поступить, потому что мост выглядит очень в опасном состояние, его очень опасное. Учитывая важность данного моста, было принято решение о строительстве временного. Работы уже ведутся. Их планируют завершить до конца этого месяца. Круглосуточно этой темой занимаемся, можно сказать, и с кабинетами, и с премьер-министром, и с организацией берегозащитой. Уже работы начаты по строительству дополнительного моста. Я очень надеюсь, что в рамках этого месяца, к концу этого месяца, этот дополнительный мост будет функционировать. Нам поставлена задача. Первая. 30 метров от моста ниже по течению возвести сооружение для автомобильного транспорта. Вот чем мы занимаемся. Мы сейчас проводим работы, срезаем склон, спускаемся к устью реки. Так называемый МАРом мост уже подняли, блоки подняли. Как только спустимся к устью реки, и мы поставим этот мост и откроем автомобильное движение. После строительства временного моста специалисты перейдут к ремонту основного. Такие мосты собираются только на территории Российской Федерации. Он заказан предварительно. Нам обойдется ремонт данного моста около 20 миллионов рублей. И, конечно же, за счет средств национального парка. Как только будет объездная дорога, мы начнем демонтировать сам настил. Он там очень толстый, он 35 сантиметров толщиной, 7 шириной. То есть это более 50 кубов бетона. Это больше 100 тонн вес этого настила. И потом демонтируем двутавры, соберем сарм на берегу и надвинем на его существующий мост, на существующие опоры. Строительство временного моста, а также ремонт основного выполняет государственное предприятие «Абхазберегозащита». Все работы ведутся в ускоренном режиме. Руководство нацпарка призывает граждан проявить терпение и приносит извинения за временные неудобства. Если погода позволит, то основной мост вновь заработает уже к середине августа. Лаура Капш, Адам Ирдженя, Абхазское телевидение. Мусороперерабатывающий завод может появиться в Галском районе. Перспективы реализации проекта обсудил глава района Константин Пиля во время встречи на полигоне твердых бытовых отходов в селе Шашикуара с делегацией специалистов из России, работающих в сфере переработки. По словам российского эксперта, компания готова приступить к разработке проекта и бизнес-плана после подготовки необходимых расчетов. В числе первоочередных задач – рекультивация существующей свалки для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье жителей. Здесь, как говорится, уже есть понимание, что действительно экологически очень такая загрязненность для населения зона. 500 метров находится такая свалка вредная для здоровья. И наша компания готова построить здесь мусороперерабатывающий завод. Техническое задание мы обсудили с главой администрации.
Значит, и будет у нас создан проект, предложение, проект, сроки и бизнес-план. Это, как говорится, в кратчайшие сроки будет известно, мы готовы, как говорится, выйти на этот объект. Мы уже понимаем, что сюда надо, с чего начинается. Старую свалку надо рекультивировать и полностью засыпать ее. Хоронить вот это, чтобы не было загрязнения окружающей среды. Наша задача. Сегодня связывался со мной с утра министр экономики. Сказал, что приехали коллеги из Российской Федерации, занимающиеся спецификой переработки мусора. Мы посчитали объем, приблизительно знаем, сколько объем поступает, да, чтобы это было еще ликвидно и рентабельно эта работа. Мы сейчас нам дали тех задания, посчитать, какие объемы работы, сколько нужно делать, какой нужен тут забор, сколько конкретно мусора заходит. Потом нужно, вот как говорил коллега, нужны весы, чтобы машину взвешивать, когда они сгрузят, чтобы понимать, какой объемы. Вот эти все расчеты даем мы в ближайшее время. Скорее всего, на следующей неделе у нас все будет готово, подадим в Министерство экономики, потом будет проект прорабатываться. Насколько быстро, сейчас сказать не могу, но нам главное, чтобы эта работа начать. В Сухуми проводится санитарная обрезка деревьев по улице Эшба. Во избежание чрезвычайных ситуаций проводится обрезка сухих веток эвкалиптов, нависающих над троллейбусными линиями и высоковольтными линиями электропередачи. Ранее «Зеленый город» провел такие же виды работы по Кадорскому шоссе от Килосурского моста до турбазы и на улице Надзадзе. Заместитель главы администрации Сухума Константин Тарба рассказал, что по всему городу зеленые насаждения приводятся в порядок. Обрезается сухостой, производится высадка новых саженцев. Одним из наших подразделений МУП «Зеленый город» значит, на сегодняшний день проводятся работы по уходу, обрезке и санитарной чистке эвкалиптов, высаженных на улице Эшба. Ранее эта организация проделала такую же работу на Кадорском шоссе, на улице Назадзе. Все зеленые насаждения приводятся в порядок. К сожалению, многие многолетние деревья повреждены жизнедеятельностью человека, также заражены. Мы заранее подсаживаем посадочный материал молодой в качестве компенсаторных посадок. Также уход производится за газонами, за деревьями, за кустарниками. Руководством города уделяется большое внимание зеленым насаждениям, деревьям, кустарникам, так как это одно из визитных карточек нашего города. Коллектив детской хореографической студии «Грация» под руководством Ольги Шимчак стал лауреатом первой степени на международном многожанровом конкурсе «Дружба народов» в Грозном. Это первый абхазский коллектив современной хореографии, успешно представивший республику на международной арене. Высокий уровень мастерства юных танцоров был высоко оценен авторитетным жюри конкурса. Ранее в этом году коллектив также завоевал гран-при на международном хореографическом конкурсе «Адзых» в Сухуми. И в конце выпуска информация о погоде. В выходные дни 20 и 21 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 22-27 градусов, температура морской воды плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.